Добрый день, уважаемые родители, преподаватели и гости! Мы рады приветствовать вас на ежегодном традиционном собрании родителей первокурсников, приуроченном ко Дню Матери. Слово для открытия собрания предоставляется председателю Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, депутату Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Салавату Талгатовичу Сагитову. Спасибо большое. Хайр Дирте, доброе утро. Спасибо неравнодушным родителям, которые выделили время и в субботу, и, может быть, не очень погода способствовала, чтобы добраться до Уфы. Вот последние 2 дня был снегопад, но вы еще раз просто, наверное, в первую очередь даже своим детям показали, насколько вы к ним тепло относитесь, насколько вам важно их самочувствие, насколько вам важно измерить их температуру пребывания в стенах нашего университета. Если коротко говорить, то действительно мы ежегодно перед Днем Матери в субботу для родителей первокурсников проводим такие встречи. Ну, во-первых, прошло уже, по сути дела, 3 месяца после того, как ваши дети поступили к нам в университет. Они уже потихонечку привыкают к студенческой жизни. Это мы 1 сентября им говорили, что это не школа, что в школе, если каждый учитель ходит и за учеником, извините, подтирает сопли, то в университете он уже совсем по-другому должен себя вести, уже все зависит от него, уже он, этот студент, должен сам доказывать в первую очередь себе и всем близким и родителям, что он достоин быть уже взрослым человеком. Это период взросления. Сегодня вот у нас с вами в этом зале пройдет небольшая встреча, где на ваши вопросы, на интересующие вас вопросы будут отвечать мои коллеги с нашего университета, представляющие самые разные блоки: учебно-методический, воспитательный, молодежная политика, хозяйственный блок, культурно-спортивное направление, научное направление. Все. То, что вас интересует, на все вопросы мои коллеги будут готовы вам ответить. Также традиционно мы на эти встречи приглашаем представителей из смежных наших министерств, ведомств, из учреждений Министерства здравоохранения Республики, Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, потому что вот здесь, наверное, в большей части выступит с актуальной информацией, которая сегодня есть, с теми проблемами, которые сегодня есть. Ну, например, одна из таких проблем – это кибермошенничество, к сожалению, на которые попадаются и преподаватели наши, и студенты наши. У нас вот цикл таких лекций Министерство внутренних дел проводит, но мы сочли необходимым и сегодня с вами на эту тему тоже поговорить, потому что действительно, казалось бы, на пустом месте, но и крупные, и очень крупные суммы денег от преподавателей, но и от студентов, где вроде бы кажется 30 000 рублей, может, небольшая сумма денег, но для студента и для его родителей, которые собирают ему, конечно, это много. И самое главное, что надо понять, почему он попадается на все эти уловки. Поэтому у вас будет возможность задать эти вопросы. Второй блок – это уже посещение непосредственно кафедр, факультетов, где вы сможете посмотреть, в каких условиях учатся ваши дети, что им в дальнейшем предстоит. И третий блок – это кто желает, или кто еще, может быть, не был, это наше общежитие, которое тоже готово принять вас, показать, что мы делаем, как мы делаем и в каких условиях проживают ваши ребятишки. На самом деле наш университет не стоит на месте, там много фактов говорить не буду, наверное, скажу буквально 2. В этом году мы выиграли очередной грант 60 миллионов рублей Министерства просвещения Российской Федерации, и еще один корпус обновили. В целом, вот по большому счету, из 14 корпусов, которые в университете есть, за последние 5 лет я могу сказать, что 12 мы очень сильно изменили. Остальные мы поддерживаем в порядке. Вот еще у меня долг личного характера перед 7-м нашим корпусом, где учатся музыканты и хореографы. Вот туда чуть-чуть денег подкопим и там тоже порядок наведем. В остальных корпусах я могу сказать, что мы выглядим очень достойно. И тут в сравнении с вузами и республики, и другими педагогическими вузами России. Вот у нас есть такой показатель, для родителей, может быть, он особо ничего не говорит, но для нас это как бы определяющий. Раз в год проводится мониторинг вузов, и там 6 показателей, по которым оценивается тот или иной университет. И я могу с гордостью сказать, что в
в Республике Башкортостан, кроме нашего университета, ни один из университетов по всем 6 показателям не показал положительную динамику. То есть у нас мы находимся в зеленой зоне, и среди педуниверситетов, у нас 38 педагогических университетов в стране, а мы единственные тоже, кто постепенно, каждый показатель у нас растет ежегодно. Для этого мы прикладываем немало усилий. Это и команда профессорско-преподавательского корпуса, и административно-хозяйственный блок. И спасибо большое, это ваши дети, потому что без их участия, без их старания ничего бы все равно не получилось, как бы мы этого не хотели. Ну и вот если завершать разговор о мониторинге, то вот если интегральный показатель брать, то среди, вот еще раз подчеркну, в России 38 педвузов, мы на 5-м месте. Впереди нас только 3 московских вуза и 1 питерский. То есть все остальные вузы, которые находятся в крупных городах, и покрупнее нас, может быть, как вузы сами по себе, но мы их сумели опередить. Это, еще раз говорю, большая заслуга всех тех, кто вот в этом университете круглосуточно практически работает, учится и живет. Ну и завершая, наверное, вступительное слово, дабы вас не задерживать, я, конечно, вот в самом начале ведущий сказала, и я подчеркнул, что мы данное мероприятие традиционно, опять-таки, проводим в преддверии Дня матери. Есть праздник 8 марта, который мы все очень любим, который все причем очень любим, но мне кажется, этот День матери – это особенный день. Может быть, он не красный день календаря, да, мы так, не государственный праздник, но это, наверное, больше, чем государственный праздник. В одном из своих хадисов пророк сказал, что рай для человека находится под ногами матерей. И, наверное, это правильно. Тот человек, который сможет поклониться в ноги своей матери так, что мать это увидит, мать это почувствует, тот будет иметь место в раю, тот обретет рай уже при жизни, если мама к нему будет относиться всегда так, как она относится к нему, когда он родился. Понятно, что дети растут, дети меняются, у детей разные характеры, что родители вкладывают в это все. Им хочется, чтобы они остались малышами. Я сам родитель, сам прекрасно понимаю. Но, конечно, очень много зависит и от среды, и от окружения. И, по крайней мере, мы в нашем вузе стараемся, чтобы вот эта среда педагогического университета, она способствовала тому, чтобы в человеке проявлялись лучшие качества. Зачастую нас спрашивают, что отличает педагогический вуз от других вузов вообще, другой направленности. Но, наверное, самое главное то, что здесь учатся будущие учителя. Это люди, которые должны к ребенку, к человеку вообще подходить с такой любовью, ценностью, с придыханием, сдувать пылинки. Вот здесь учатся такие люди. Поэтому мы благодарим вас, уважаемые родители, за ваших детей, за то, что вы их подняли, за то, что их воспитали. Мы приложим все усилия, чтобы все ваши чаяния и надежды в части профессионального роста сбылись в стенах нашего университета. А перед матерями я просто склоняю голову. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам терпения, дай Бог вам счастья. И самое главное, наверное, вот во всех ваших делах, чтобы во всех ваших начинаниях только благость была. Спасибо вам большое. Наш университет всегда открыт к сотрудничеству. Рахмат. Благодарим вас, Салават Талгатович. Слово предоставляется директору учебно-методического департамента Амине Раисовне Рахматуллиной. Добрый день, уважаемые родители, присутствующие коллеги. Можно мою презентацию? Я доложу вам об организации учебного процесса в нашем университете, познакомлю с этими особенностями. И можно сказать, что... Можно презентацию? Сейчас, секундочку. Учебный процесс у нас основывается на следующих нормативно-правовых актах. Это первый федеральный закон об образовании в Российской Федерации, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, и которые определяют общую трудоемкость освоения программы. В общую трудоемкость освоения программы у нас включены контактная работа преподавателя со студентами, это лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, учебные и производственные практики и контроль текущий в течение семестра и промежуточное, которое проводится в сессию. И по завершению студенты сдают государственную итоговую аттестацию. С главной страницы официального сайта университета можно легко перейти на страницу любого структурного подразделения, щелкнув по ссылке «Структура университета».
А выбираете необходимый институт, факультет. Если прокрутите ниже, то здесь увидите все наши департаменты, которые входят в структуру университета. На странице института и факультета вы можете увидеть новости, документы, преподавательский состав, а также номера телефонов и электронной почты, на которую вы можете написать или позвонить с вопросами, узнать состояние, как говорится, учебы детей и другими интересующими вас вопросами. По ссылке «Сведения об образовательной организации» вы можете ознакомиться с действующими документами вуза, информацией по образовательной программе, по научной деятельности. Всего здесь разделов 15. В разделе «Документы» размещены документы, такие как устав университета, свидетельство об аккредитации образовательных программ, все действующие нормативно-правовые акты вуза, это положения, инструкции, порядки, касаемые всех ведущих вопросов образовательной деятельности в университете. В разделе «Образование» представлена информация о лицензии, о сроках действия государственной аккредитации, о реализуемых образовательных программах в университете и информация о переводах, восстановлении отчисления. В разделе «Образование» можно найти информацию по образовательной программе, которой обучается студент. Сначала информация здесь идет по очной форме. Если пролистаете ниже, то как раз увидите учебные планы очно-заочно, заочная форма обучения. Здесь представлено описание всех образовательных программ с приложением учебного плана на каждый год набора, календарный учебный график и ссылки на иные документы, как рабочие программы, оценочные материалы, программы ГИЭ, методические материалы. Если вы посмотрите учебный план 2023 года набора, так как вы первокурсники, можно посмотреть, какие дисциплины и практики предстоит изучать студенту за весь период обучения, в какие сроки будут проходить примерные сроки промежуточной аттестации, в какие сроки запланированы каникулы. Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, через вкладку «Студенту» с главной страницы сайта университета или через сайт особо.спу.ру могут перейти в электронную информационно-образовательную среду вуза. С этой среды каждого первокурсника знакомят у нас на дисциплине электронная информационно-образовательная среда. По личному логину и паролю студент может зайти на платформу дистанционного обучения и в личный кабинет портфолио. Система дистанционного обучения позволяет преподавателю размещать учебные материалы, проводить занятия в режиме онлайн, а также обучающимся выкладывать выполненные задания для проверки и проходить тестирование. Система дистанционного обучения у нас хорошо показала себя в период ковида. И если иногда группы бывают, переходят в дистанционное обучение, то как раз пользуемся этими площадками. В личном кабинете студент может уже ознакомиться со своим расписанием, детально изучить тоже свой учебный план, посмотреть свои оценки по сданным зачетам, экзаменам, курсовым работам и другим формам контроля. Здесь он будет вести свое портфолио, то есть пополнять его данными о своих индивидуальных достижениях. Также через личный кабинет студент может заказать различные виды справок. На этом слайде можете посмотреть, на какие вкладки можно зайти, не используя логин и пароль. То есть непосредственно можете заходить вы сами, родители. Можно увидеть расписание, попасть на страницу факультета, посмотреть по номеру зачетной книжки или студенческому билету оценки обучающегося. В разделе «Оценки», зная номер студенческого билета, вы можете посмотреть текущую успеваемость своего ребенка. Для этого нужно будет выбрать факультет, группу, в которой обучается студент, выбрать дисциплину, и вы увидите заполненные контрольные точки согласно положению о бально-рейтинговой системе. Немножко расскажу о ней. Бально-рейтинговая система представляет собой форму текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, основанную на поэтапном оценивании различных видов деятельности, выполняемых студентов в течение семестра, в период освоения образовательной программы, и определение его рейтинга по сумме накопительных баллов. Более подробно с этим положением можно ознакомиться на сайте bspu.ru в разделе как раз-таки «Документы». Рейтинг обучающихся выстраивается на основе суммы баллов, набранных каждым студентом по результатам текущего контроля и позже при промежуточной аттестации по дисциплине. Доля общего рейтинга, приходящегося на форму промежуточной аттестации для экзамена, составляет
от 30 до 50%, для зачета от 10 до 30%. Вес текущего контроля определяется каждым преподавателем уже самостоятельно, в зависимости от содержания и объема материала. В разделе «Сводные оценки», зная номер студенческого билета зачетной книжки, вы можете посмотреть итоговую успеваемость студента, все ли дисциплины и практики он сдал. Скоро у нас предстоит сдача зачетов и экзаменов, сдача промежуточной аттестации для всех студентов запланирована в присутственном формате. Сроки предстоящих экзаменов и зачетов у нас и каникул представлены на слайды. Очная сессия у всех студентов у нас заканчивается 9 января с периодом на зимние праздничные дни. В соответствии со статьей 58 об образовании в Российской Федерации при неудовлетворительных результатах или непрохождении промежуточной аттестации у обучающего образуется академическая задолженность. Обучающийся обязан ликвидировать эту задолженность. Фактически у обучающего есть 3 возможности сдать промежуточную аттестацию. Первая – это основная сессия, по которой составляется расписание, результаты аттестации проставляются в электронную ведомость, и на этом сессия, как говорится, закрыта, семестр завершен. Второй этап – это в дополнительную сессию. Факультетом составляется расписание, также результаты проставляются в электронную ведомость. Расписание составляется, может начинаться с каникул и заходить на теоретическое обучение уже следующего семестра. Неявка по уважительной причине в дополнительную сессию приравнивается к неудовлетворительной оценке. И третья сдача – это комиссия. Создается по распоряжению деканата директората в течение 1 года после образования академической задолженности. Это последняя возможность студенту сдать свою академическую задолженность. Также неявка без уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке. Если уже на комиссии студент получил неуд или не явился, то как следствие является приказ о его отчислении. Университет у нас оказывает следующие виды материальной поддержки студентам, обучающихся на бюджетной основе. Это после сдачи промежуточной аттестации в основной период студентам назначается государственная академическая стипендия. Это назначение идет студентам, сдавших сессию без троек. Вторая материальная поддержка – это государственная социальная стипендия. Это студентам, относящимся к категории малоимущих студентов. Следующая категория – это повышенная государственная социальная стипендия. Также у нас по достижениям за активность в учебе, науке, спорте, творчестве назначается студентам повышенная государственная академическая стипендия. И такие стипендии бывают, как стипендия президента Российской Федерации, стипендия главы РБ и иные именные стипендии, на которые все проходит на конкурсной основе. Поддержка обучающихся на договорной основе осуществляется через перевод на бюджет при наличии вакантного места на соответствующее направление, курсе и форме обучения и соответствующих требованиям согласно Министерства образования и науки Российской Федерации номер 443 от 6 июня 2013 года. Это сдача экзаменов на отлично и хорошо за 2 последних семестра, отнесение к следующим категориям граждан. Это дети-сироты, граждане в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя, инвалида 1 группы, и женщин, родивших ребенка в период обучения, детей лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, участники специальной военной операции, утрата обучающимся в период обучения родителей. Спасибо за внимание, благодарю. Благодарим вас, Амина Раисовна. Слово предоставляется директору Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Вильдану Фазельяновичу Исянгильдину. Доброе утро, добрый день, уважаемые участники нашего родительского собрания, родители, студенты. На самом деле, как отмечало и руководство нашего университета, и спикеры, которые будут перед вами выступать,
Для нас это одно из таких приоритетных этапов в рамках воспитательного процесса и молодежной политики. Это ежегодные встречи с родителями для того, чтобы оперативно получать обратную связь, чтобы сверяться, чтобы рассказывать о наших достижениях, о наших результатах и в том числе осведомлять вас о тех возможностях, которые есть для ваших детей, для наших студентов и так далее. Итак, в рамках своего выступления, буквально тезисно, я постараюсь рассказать о системе воспитательного процесса и молодежной политики, а также поделиться теми возможностями и теми планами, которые мы ставим перед собой в рамках нашей непосредственной работы. Итак, коллеги, структура воспитательной деятельности в Акмолинском университете выстроена полноценной экосистемой. У нас есть свой профильный проректор, который курирует все вопросы, связанные с внеурочной деятельностью, целый департамент по воспитательной работе и молодежной политике и 4 отдельных структурных подразделения, которые охватывают абсолютно все направления, в которых студенты могут себя реализовывать. Это и культурно-творческая деятельность, и патриотическое воспитание, и социальная поддержка, и проектная деятельность. В рамках нашей деятельности мы опираемся на как федеральные, так и наши локальные нормативно-правовые акты. У нас разработан календарный план реализации воспитательной работы, где мы аккумулируем все те федеральные и региональные тренды, которые транслируют нами Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство просвещения России и Росмолодежь и другие федеральные органы власти. Это рабочая программа воспитания, тоже сформированный документ, на который мы опираемся, план работы Акмолинского университета и система ключевых показателей, по которым мы непосредственно оцениваем нашу работу в конце учебного года. Что касается кадрового обеспечения, помимо проректора, помимо департамента профильного, у нас выстроена довольно-таки разветвленная система и кадрового обеспечения, в рамках которого на каждом факультете, институте и колледже есть профильные заместители по воспитательной деятельности и молодежной политики, есть отдельные кураторы, есть тьюторы, которые непосредственно взаимодействуют со студентами первого курса. В рамках тьюторской деятельности эту функциональную обязанность берут на себя студенты в выпускных курсах, которые непосредственно взаимодействуют в том числе и вашими детьми. Что касается непосредственно, вот уже переходя плавненько к блоку, связанному с самореализацией студентов, да, я вот здесь на нескольких таких приоритетных направлениях остановлюсь. Это история, связанная со студенческим самоуправлением. В каждом учебном подразделении нашего университета, которых у нас насчитывается 10, созданы свои студенческие советы, общее количество которых насчитывает 16 человек. То есть все те направления, в которых дети, наши студенты могут найти себя, найти свои интересы с целью реализации своих каких-то идей, хобби и так далее. Есть ответственные ребята из числа как и студентов первого курса, так и старших курсов, которые непосредственно помогают им развиваться в представленных направлениях. У каждого студсовета есть свои положения, должностные инструкции. И вот с этого года мы определили, что каждый сентябрь, каждого учебного года, в конце каждой недели мы будем проводить перевыборы в эти студенческие советы. Поэтому, обращаясь к вам, как родителям студентов первого курса, это отличная возможность для того, чтобы студенту, будучи непосредственно участником вот этого образовательного процесса, да, на протяжении 4 лет, зарекомендовать себя как общественного деятеля в рамках структуры вуза, потому что это, безусловно, позволяет прокачивать свои универсальные гибкие компетенции, участвовать в региональных, федеральных мероприятиях и добиваться общественного признания. Одним из наших ключевых блоков работы департамента это является гражданско-патриотическое воспитание. Здесь, коллеги, я хотел бы тезисно поделиться такими наиболее интересными форматами. У нас еженедельно выстроена система, где каждый факультет, институт и колледж и отдельные студенческие объединения и направления. Каждый понедельник у нас напротив нашего первого корпуса организовывается торжественная церемония поднятия флагов и исполнения гимна. Это у нас еженедельно также внеурочные, внеучебные занятия «Разговор о важном», которые транслируются в каждой школе, да, как мы все знаем. И мы здесь, как педагогический вуз, безусловно, отдаем себе отчет, что все то, что происходит в наших школах, и учитывая то, что мы готовим будущих педагогов, мы не можем обходить это стороной и транслируем эту всю историю также для наших студентов. И
одним из тоже приоритетных направлений является реализация проекта патриотических клубов «Я горжусь». Вся та деятельность, которая непосредственно позиционируется в рамках гражданственности, нравственности, патриотики и так далее, мы это все аккумулируем и транслируем как работу отдельного студенческого подразделения. Что касается социально-психологической деятельности, то этот блок у нас тоже довольно-таки обширен, то есть это все вопросы, связанные со студенческим городком, это все вопросы, связанные с материальной помощью нашим студентам. И отдельно мы также выделяем историю, связанную с оказанием всесторонних мер поддержки обучающимся, чьи родители или близкие родственники находятся на специальной военной операции. У нас предусмотрен целый комплекс мер, начиная как от финансовых, образовательных, материальных, жилищных и так далее мер поддержки. И поэтому в случае, если среди вас есть также, вернее, родственники там, и так далее, можете также спокойно через факультет обращаться к нам, и мы будем уже рассматривать возможности по оказанию всесторонних мер поддержки. Крупнейшее направление наше – это культурно-творческое направление. В нашем университете выстроена целая экосистема, которая позволяет нам непосредственно выстраивать вот эту площадку по развитию культурно-творческих компетенций для наших студентов. У нас функционирует более 15 культурно-творческих объединений, коллективов и так далее, начиная там от танцев, народных песен, современного танца, школы сесенов и так далее. Все коллективы у нас имеют, практически все имеют звание заслуженных коллективов. И если так анализируем наши позиции на уровне других вузов Республики Башкортостан и города Уфы, то мы традиционно являемся лидерами как в рамках региональной, так и федеральной студенческой весны и других мероприятий. И еще одну особенность отмечу, что если ваши дети выбирают для себя вот также развитие в рамках внеурочной деятельности по культурно-творческому направлению, мы стараемся и понимаем, что они уделяют большое внимание развитию себя, да, работе на сцене и так далее. Мы после окончания бакалавриата даже придумали такую историю и ввели ее в практику, что помимо основного диплома, который они получают, у них есть возможность получить диплом профессиональной переподготовки по тому или иному направлению. Поэтому это тоже такое важнейшее направление, которое мы курируем. Добровольчество, волонтерство, все это направление также присутствует в Акмолинском университете. В этом году мы открываем так называемый Доброцентр. Это такая федеральная франшиза. У нас порядка 40% из всего состава студентов вовлечены в волонтерскую деятельность на факультетах, на институтах, занимаются событийным, научным, просветительским волонтерством, участвуют в вузовских мероприятиях, региональных и федеральных. И, наверное, крайне такой блок, на котором я также остановлю и акцентирую свое внимание, это история, связанная с поддержкой молодежных инициатив. У нас в университете есть отдельное управление проектной деятельностью в структуре нашего департамента. В каждом факультете и институте есть руководители так называемых проектных офисов. И здесь, коллеги, я вот тоже акцентирую ваше внимание, что и в нашей стране, и в республике существует довольно-таки большое количество возможностей, грантовых конкурсов, где любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет может получить от государства финансовую поддержку до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей, проектов и так далее. Наш университет также является одним из лидеров в республике и среди педагогических вузов в рамках реализации проектного менеджмента. Наши ребята становятся победителями грантовых конкурсов на всероссийской форумной кампании, в заочных конкурсах и непосредственно привозят деньги в вуз, в республику и создают замечательная классная инициатива, которая реализуется вместе с нами. Мы помогаем им это все реализовывать, и непосредственно они приобретают тем самым довольно-таки универсальные компетенции, примеряя на себя различные роли там, и бухгалтеров, и руководителей, и СММщиков и так далее, и так далее. И завершая блок, последний, хочется отметить, коллеги, что Акмолинский университет является площадкой проведения крупнейших федеральных мероприятий. Мы уже за последние 3 года порядка 7 всероссийских мероприятий принимали у себя на площадке. Буквально в этом году 3 всероссийских конкурса мы проводили, когда к нам приезжают студенты из других педагогических вузов, из других регионов нашей страны. И тем самым мы показываем, что образование в Башкортостане, педагогический университет находится на высоких позициях. Нам есть что показать, нам есть что рассказать и чем поделиться. Поэтому на этом я хотел бы завершить свой блог.
И завершить его хотел бы непосредственно таким призывом, возможно, да, что, безусловно, сегодня тренды образования – это горизонтальная система получения своего диплома от 1 до 4 курса, но немаловажно, особенно для будущего учителя, это внеурочная деятельность, это воспитательный процесс, это молодежная политика. Поэтому нужно мотивировать ребят, и мы делаем все возможное, чтобы на протяжении этих 4-5 лет они приобретали те компетенции, те навыки, благодаря которым им будут открыты все двери не только в школе, но и в других каких-то мест трудоустройства. Как-то так. Спасибо, коллеги. В случае каких-то вопросов, я думаю, дальше уже коллеги ответят на них. Спасибо. Благодарим вас, Вильдан Пазильянович. Слово предоставляется старшему оперуполномоченному управлению по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан майору полиции Регине Равильевне Киреевой. Раз-два. Добрый день, уважаемые родители. Позвольте мне присоединиться к словам Салавата Талгатовича, выразить теплые слова поздравления мамам, которые здесь присутствуют, пожелать вам всем, конечно же, крепкого здоровья и тесной взаимосвязи с вашими детьми. Они вроде повзрослели, учатся жить самостоятельно, но тем не менее остаются пока детьми. Долгое время еще вы будете их поддержкой, опорой, и к вашему мнению они будут прислушиваться. Поэтому мне хотелось бы довести до вас ту информацию, которую вы сможете обсудить с вашими детьми. Я работаю в управлении по контролю за оборотом наркотиков. Приходится очень часто видеть молодых людей, которые вовлекаются в наркопотребление и участие в незаконном обороте наркотиков. И очень хотелось бы предотвратить ваших детей от таких моментов. У нас в республике где-то треть населения знакомо с людьми, употребляющими наркотики. 4% населения когда-либо пробовали запрещенные психоактивные вещества. Показательно, что основной возраст совершения проб – это возраст до 20 лет. Именно тот возраст, когда дети поступают в различные учебные заведения, начинают жить отдельно от родителей. Согласно опросам, подавляющее большинство проб совершается именно под влиянием друзей и знакомых. И только 11% молодых людей совершают эти пробы самостоятельно. Напомните, пожалуйста, детям, что употребление наркотиков, то есть наркомания не только тяжелая болезнь, потребление наркотиков также влечет административную ответственность. Это не просто штрафы, это такая своеобразная метка, которая с человеком остается, значительно усложняет получение водительских прав, устройство на работу. Чтобы такого не было, лучше не совершать пробы. Ну и если молодой человек приобрел для себя наркотическое средство, какое-то время его хранит у себя, его задержали сотрудники полиции, то он уже будет привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Ну и большинство совершаемых наркопреступлений связаны с распространением наркотиков. Это уже, как правило, тяжкие и особо тяжкие преступления, которые влекут лишение свободы на большие сроки. В среднем это 7-8 лет, но вообще сроки предусмотрены вплоть до пожизненного лишения свободы. Только в этом году к уголовной ответственности было привлечено более 1000 людей, из них более 600 – это молодые люди и 11 несовершеннолетних. И по статистике нет никакого различия между тем, где ребенок обучается, то есть задерживались и будущие педагоги, и будущие медики, и будущие музыканты. То есть также не зависит это от того, в какой семье воспитывается ребенок, благополучная эта семья или та, которая считается неблагополучной. Поэтому, пожалуйста, еще раз объясните о том, что то есть все мы с вами на ошибках учимся, можно совершать какие-то ошибки, вставать и двигаться дальше, а есть ошибки, которые могут являться фатальными для дальнейшей жизни молодого человека. Очень надеюсь, что ваши дети ряды тех, кто нарушает закон, не пополнят. Еще раз крепкого здоровья вам и вашим детям. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Регина Равильевна. Слово предоставляется врачу высшей категории поликлиники номер 1 город Уфа Рафие Фазыловне Буранбаевой.
Я тоже хочу всех матерей поздравить с Днем Матери. Вам желаю материнского счастья, чтобы дети нас никогда не огорчали, только радовали нас. Здоровья вам крепкого и больших усилий для воспитания нашего поколения. Да, я работаю врачом в поликлинике номер 1, сейчас, которые входят в городской клиническую больницу номер 5, и провожу с вашими детьми целый день, можно сказать. Со всеми вопросами они обращаются ко мне, находим общие языки, общие подходы, общие ходы по неясным вопросам. Дети хорошие, очень хорошие. Хочу поблагодарить вас за воспитание таких умных, хороших, добрых детей. Мы с ними встречаемся сразу же после зачисления их в студенчество. На второй день начинаем медосмотр для заселения в общежитие, которые приехали нам из территории вне Уфы. Проводим медосмотр, которые первый день прошли медосмотры заселения в общежитие, они же на второй день идут на медосмотр первого курса, где мы проводим определение физкультурной группы, берем на учет, у которого какие-то заболевания есть, и индивидуальная там графика обучения для решения этих всех вопросов. Передаем, это профилактическое отделение у нас находится на Шерншевского, 125. Прекрасное, красивое здание, многие родители там даже в этом году были, приходили с детьми, видели. Все специалисты есть, кабинеты все оборудованы. После прохождения медосмотра мы проводим все анализы, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ. Если у кого-то какие-то заболевания выявляются, по ходу еще проводим дополнительные исследования. После этого передаем их уже на Тюрюпа 4, где у нас на 5-м этаже находится отдельный центр, студенческий центр называется. Это студенческий центр по всей России, у нас их 3, и среди них включаемся мы. Это Москва, Казань и Уфа. В студенческом центре ваши студенты получают все медицинское образование. У нас есть все специалисты, которые необходимы для молодежи этого возраста. Все консультации, все обследования, все анализы. Но иногда бывает, что наплыв студентов и записи иногда каких-то специалистов не бывает. В таких случаях или мы подходим врачами, договариваемся, дополнительные талоны создаем, если в срочной форме. Если же есть ждать, возможность есть 2-3 дня ждать, после консультации проходит через 2-3 дня. После профилактическое отделение у нас находится на Шерншевского, 125, а где мы принимаем приемы, находится на Тюрюпа 4. И определяем физкультурную группу, и после этого у нас начинается ходьба. Почему-то приходят к нам с 86-я форма, все здоровые, практически здоровые, анализы все идеальные. После медосмотра начинаем работать с картами, с анализами, общим состоянием. Там выявляется заболевание, приходится переводить то в одну, то в другую группу, чтобы не было никаких этих осложнений после физических нагрузок, если дети больные, если инвалидность или что-то такое, или не было перенагрузок, потому что бывает, поступает к нам не только 18-летние и до совершеннолетия, подростки тоже. Обследования есть флюорография, ЭКГ, эхо, УЗИ, все обследования, которые есть, мы делаем. Приемы ведут педагогический институт 2 врача, я, еще один молодой доктор, вместе работаем совместно. Если меня нет, в таких случаях дети не остаются без приема, их обслуживает второй врач. Если второй врач, там нагрузка или что-то, другие авиационного института врачи или там других вузов принимают на себя, чтобы отказов от приема больных у нас нет. После взятия на учет мы их берем на учет, диспансерное наблюдение ведем в течение учебного процесса. Если в период обучения это заболевание проходит, выздоравливается очень часто. Это бывает где-то около 80% мы снимаем с учета, которые приходят на 1-м курсе, уже на 2-м, на 3-х курсах с учета диспансерного оздоровления идет детей. В таких случаях мы тоже рады, и дети уже уходят
нормальную, обычную для соответствующего возрасту жизнь. Так, если какие-то вопросы будут, я потом останусь, вы ко мне подойдете. Что-то я не рассказала или у вас какие-то интересующиеся вопросы, можете подойти. Спасибо, благодарю за внимание. Благодарим вас, Рафия Фазыловна. Слово предоставляется заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Уфа, подполковнику полиции Денису Васильевичу Валикжанину. Слово предоставляется педагогу-психологу Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Светлане Аркадьевне Макаровой. Можно будет тоже презентацию? Добрый день, уважаемые родители. Поздравляю вас с праздником. Я сама тоже мама, и поэтому это такой наш совместный праздник, очень трогательный. День это будет непосредственно завтра, да, но мы его традиционно отмечаем, начинаем отмечать уже сегодня. И мне хотелось бы немножечко поговорить о психологическом здоровье ваших детей. Они не так давно находятся в стенах вуза. Расскажу, что на данный момент, какое воздействие, да, со стороны психолога, со стороны в качестве психологического здоровья на данный момент уже удалось сделать. Создание благоприятного психологического климата, адаптация первокурсников к условиям вузовского образования, диагностика и профилактика суицидального риска, да, к сожалению, бывает и такое, поддержка и укрепление психического здоровья, содействие личностному и профессиональному становлению студентов в процессе обучения. Вот это все направления основные работы педагога-психолога. Традиционно, да, вот эти направления, они осуществляются посредством психологического просвещения, диагностики, психологического консультирования и коррекционно-тренинговой работы. В качестве психологического просвещения, что я могу сказать? Я прошлась по каждому факультету, встретилась с какими-то студентами в рамках факультета, с какими-то прямо по группам. И это все было в сентябре месяце. Прошли лекции, направленные на укрепление психического здоровья. Рассказала вашим детям, какую психологическую помощь они могут получить в стенах нашего университета. А если, например, бывает, что люди стесняются, им хочется убедиться в конфиденциальности, хотя я тоже им очень стараюсь обеспечить эту конфиденциальность, за пределы, вот мы с ними проводим, например, консультации, за пределы моего кабинета эта информация не выходит. Но если хочется все-таки получить за пределами, я им объясняю, в какие центры можно обратиться, в какие учреждения, медицинские учреждения в случае необходимости. Так, например, у нас и в студенческой поликлинике представитель, врач вам уже немножечко познакомила, да, с услугами. Там есть у нас психотерапевт. И если здоровье вызывает, психологическое здоровье вызывает вопросы, да, я детям объясняю и направляю их к психотерапевту. Вот это все на встречах со студентами в сентябре месяце я им озвучила, рассказала, чтобы у них не возникало вопросов, куда они могут обратиться.
Значит, следующее направление, по которому также проводится работа, это у нас психологическая диагностика. И уже одним из традиционных мероприятий, которые ежегодно проходят в нашем университете, это у нас входное тестирование. Начинается оно еще в августе месяце, конец августа, иногда остатки в начале сентября проходят ребята, которые не успели вовремя подъехать. Психологическое тестирование проводится при помощи методики НПУ-прогноз и предназначено для определения уровня нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессовых ситуациях. Затем определяется группа риска. Эта информация, она хранится у меня, я ее не распространяю. И в дальнейшем за этими ребятами более пристально просто наблюдаю. Проводятся с ними дополнительные диагностические исследования, консультирование и коррекционная работа. Направление, которое пользуется, наверное, самой большой популярностью у студентов, это психологическое консультирование. Вот индивидуальные психологические консультации, провожу я их в студенческом городке, мой кабинет находится во 2-м общежитии, студенты записываются, сейчас куда записываться, я вам тоже покажу, и консультируются по различным запросам. Дальше уже я выдаю им конкретные рекомендации, что в той или иной ситуации лучше сделать. Темы обращения, они самые разнообразные. Они связаны и со сложностью адаптации к вузу. Сейчас очень много ребят, которые по этому поводу обращаются. К сожалению, также достаточно распространенная проблема – это детско-родительские отношения. Бывает, что нет какого-то контакта, взаимопонимания у родителей и у детей. Проблемы бывают самые разнообразные, и, конечно, очень хорошо, если вы будете слышать своих детей, если они не будут бояться и будут всегда знать, что по любой проблеме, по любой ситуации они могут с вами посоветоваться, и вы их поддержите. Я стараюсь внушить им, что неразрешимых ситуаций не бывает. В любой ситуации у нас всегда есть выход, и этих выходов даже не 2, а гораздо больше. И здесь просто надо на эту ситуацию посмотреть со стороны. И вместе мы всегда можем прийти к какому-то решению. Связаны также обращения с высокой тревожностью, замкнутостью, стеснительностью. Не всем просто адаптироваться в новом коллективе, в новой учебной группе. Сложностью в завязывании и поддержании межличностных отношений. Бывают проблемы, связанные с любовными взаимоотношениями, с расставаниями. Кто-то переживает утрату, бывает и такое. Особенно был период ковида, и с этим столкнулось все наше население. Неуверенность в нашем непростом будущем. Консультации также могут получить наши преподаватели и родители по вопросам, связанным с воспитанием и психологическим здоровьем студентов. Бывает, что мы работаем совместно и с ребенком, и с родителями. Либо родители звонят и консультируются, что в каком случае сделать. По желанию психологическая помощь может быть оказана онлайн. Коррекционно-тренинговая работа. В рамках коррекционно-тренинговой работы у нас проходят адаптационные тренинги. Это проходит с каждой группой, с каждой учебной группой на факультетах. На этих занятиях учащиеся ближе знакомятся друг с другом, изучают свои психологические особенности, овладевают методами и приемами тайм-менеджмента. Тренинги способствуют командообразованию группы, повышению мотивации, личностному и профессиональному росту студентов. И кроме того, в ближайшее время, это 6-го, назначена дата уже, 6 декабря, планируется проведение тренинга «Сессии без стресса». Он будет направлен на повышение психической устойчивости учащихся, снижению тревожности перед предстоящими экзаменами. Тренинг будет проходить онлайн, потому что у нас достаточно большое количество, будем
онлайн работать. И вот мои координаты. В случае, если дети, студенты, они уже знают, что можно записаться в WhatsApp, поскольку это мой личный телефон, я здесь немножечко ограничиваю время, записаться в WhatsApp, написать свой вопрос для того, чтобы, допустим, мы могли, я их уже записываю, назначаю день, назначаю конкретное время, они ко мне могут прийти. Ну, и в случае, если помощь им нужна незамедлительно, они могут обратиться на телефон доверия. Это специальный телефон для учащихся и молодежи. Если кому-то нужно сиюминутно, кому-то нужна помощь ночью. И, пожалуйста, тоже имейте в виду, знайте этот телефон. В случае, это такая скорая помощь. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Светлана Аркадьевна. Слово предоставляется заместителю начальника полиции Управления МВД России по городу Уфа, подполковнику полиции Алексеенкову Никите Александровичу. Добрый день. Всем представляться не буду уже, все это сказали. В общем, причина моего визита сегодня сюда к вам – это побеседовать о такой проблеме, которая на сегодняшний день существует. Это мошенничество. Как назвали, киберпреступность, или как ее можно как угодно называть, но на сегодняшний день это очень актуально. Я не стал примеры брать по институтам, по вузам, ЦУЗам и так далее. Я взял примеры здесь наиболее острые. Я зачитаю доклад, ваше время немного займу. Послушайте, проникнитесь и обратите на это внимание. На сегодняшний день, как вот практика показывает, что какие-то там информационные материалы, СМИ, буклеты там и так далее, они не работают. Поэтому мы проводим так называемые встречи непосредственно с гражданами. Сегодня практически каждый житель республики неоднократно слышал о мошенничествах с использованием интернета. При этом такие преступления совершаются ежедневно. Вдумайтесь, ежемесячно граждане переводят мошенникам свыше 220 миллионов рублей. Ежемесячно. Хуже всего то, что они попадают в долговую яму, оформляя миллионные кредиты. Ущерб от таких преступлений в этом году вплотную приблизился к сумме в 2 миллиарда рублей. Это по республике только, по нашей. Пострадавшим от интернет-преступлений стали более 10 тысяч граждан, которые в большинстве случаев имеют невысокий доход, являются работниками бюджетной сферы, пенсионерами, проявляют крайнюю доверчивость в обращении с деньгами. Порой даже не ясно, о чем граждане думают, когда по указанию мошенников берут кредиты в банке, переводят деньги на так называемый безопасный счет. Основная доля в общем количестве преступлений с использованием интернет-технологий совершается с применением преимущественно двух способов – по каналам мобильной или интернет-связи при покупке, продаже различных товаров. Наибольшую проблему для раскрытия этих преступлений, совершенных под видом телефонных звонков сотрудников банка, когда злоумышленники с использованием СИП-телефонии, имитируя колл-центр банковского учреждения и используя терминологию сотрудников банка, вводят в заблуждение о якобы несанкционированном списании денег с банковской карты и оформлении кредитов. Затем предлагают перевести деньги на безопасный счет, либо сообщить реквизиты банковской карты, коды, подтверждающие банковские операции. В последнее время участились случаи звонков мошенников, которые представляются должностными лицами полиции, ФСБ, прокуратуры, вводя в заблуждение своих жертв в оказании помощи в поимке преступников, либо угрожая уголовной ответственностью за якобы совершенные переводы со счетов потерпевших за пределы Российской Федерации. Они убеждают граждан перечислять свои сбережения, а нередко и заемные средства на якобы безопасный счет. Вот у меня один из живых примеров, я сегодня, именно сегодня это произошло, просто расскажу вам. Некая гражданка, пенсионерка 60-го года рождения, жительница Уфы, ей позвонили на телефон, что с ее счетов пытаются там снять деньги и так далее, и ей нужно помочь
в операции ФСБ по поимке, так скажем, украинских преступников. Представляете? Разговаривая с ней по телефону, они ее до такой степени зазомбировали, что они заставили ее пойти в гостиницу, снять там номер, жить там сутки, якобы наблюдая за преступниками. При этом она продала свою машину, продала свою квартиру, взяла кредит и все эти деньги благополучно перевела за пределы, так скажем, нашего государства, которые уже никогда не вернуть и никогда не достать. Это есть, это вот на сегодняшний день между нами происходит. Также одним из примеров, вот могу пояснить, в одном из территориальных отделов обратился работник федеральной службы в сфере здравоохранения по республике о том, что неизвестные позвонили на сотовый телефон и представились сотрудниками ФСБ и Центрального банка. Похитили денежные средства в сумме 1 миллион, которые он взял в кредит и перевел через банкомат на неустановленные счета. Более того, он пытался получить кредит в сумме 1 миллиона рублей в другом банке, чтобы также перевести. Но работник банка, поняв, что потерпевший находится под воздействием злоумышленников, вызвали полицию и предотвратили. То есть не 2 миллиона, а 1 он перевел. Вот интересный пример. Один из руководителей Кугарчинской районной больницы, как повел себя, послушайте, 9 сентября ему поступает через мессенджер Telegram звонок от неизвестного лица под именем Булат Гарифулин, который сообщил, что является главным врачом 13-й больницы города Уфы, а он сам в Кугарчах находится. И пояснил, что с ним выйдут на связь сотрудники ФСБ, курирующие деятельность Министерства здравоохранения. Далее поступил звонок от якобы сотрудников ФСБ о том, что он курирует Минздрав, и нужно сохранить деньги потерпевшего, так как на него хотят оформить кредит и перевести деньги на Украину. Здесь вот возникает вопрос, кто такой Булат Гарифулин, почему он ему звонит, почему сотрудник ФСБ звонит через Telegram, как в банке можно оформить кредит без самого заявителя и тем более его обвинить в переводе на территорию враждебной страны. При этом это все легко проверяется. После разговора с ФСБ происходит перенаправление потерпевшего к специалисту Центробанка, который говорит, что нужно опередить мошенников, то есть те кредиты, которые они хотели взять, получить самостоятельно и перевести деньги на безопасную ячейку или счет. Для большей убедительности они направляют его в отделение банков, адреса которых и фотографии находятся, разумеется, в интернете в свободном доступе. В результате они в телефонном режиме провели его по всем отделениям банков, где у него были сбережения, также смогли где ему дать кредиты, убедили несколько дней прятаться и жить в гостинице в городе Салавате. По итогу он перевел на неустановленные счета 10,5 миллионов, 8 из которых кредитных. Он их в жизни никогда не выплатит. Понимание ситуации пришло только после перевода денег, когда он их туда затолкал просто в банкомат. 10 миллионов. Где теперь искать его деньги, неясно. Мошенникам достаточно 5 минут прокрутить их на различных счетах, а нам, чтобы эту цепочку раскручивать, нужно больше полугода. Отдельной проблемой является то, что большая часть персональных данных, в том числе и место работы, есть в сети интернет, даже учебные заведения, которые вы заканчивали, с профилем подготовки, годами прохождения, повышения квалификации, номера СНИЛС, ННН и даже паспортов. А доступ к соцсетям открывает неограниченные возможности для злоумышленников. Им даже не нужно сильно стараться, они знают о вас всю необходимую информацию, создают двойники вашего знакомого, начальника, родственника и сообщают тревожную информацию. Так вот, пример. 2 октября обратился профессор одного из уфимских вузов, которому в мессенджере Telegram поступило сообщение от якобы ректора о том, что с ним не могут связаться из Министерства науки и образования. Перезвонив по указанному в сообщении номеру, он узнал, что его персональные данные попали мошенникам, в связи с чем необходимо обналичить сбережения и перевести их на безопасные счета. Поддавшись убеждениям злоумышленников, профессор перевел на их счета более 2,5 миллионов рублей. Профессор. Особую категорию потерпевших составляют желающие получить прибыль посредством инвестиций.
У них, как правило, невысокий уровень образования и нет свободных денег. Недостаток знаний в сфере финансовых инструментов и инвестиций компенсируется верой в то, что за месяц можно забрать миллионы. При этом они не задаются вопросом, почему таким образом не зарабатывает все остальное население или известные финансисты. Подобные мошенничества начинаются с того, что под видом финансовых экспертов мошенники в интернете рассказывают об уникальной схеме заработка, обещают прибыль до 250% годовых, нередко возвращая незначительные суммы, заманивая граждан в свои сети. Дизайн мошеннических сайтов имитирует реальные биржи и может показывать данные реальных торгов. Между тем, обычные вклады в рублях приносят от 5 до 10% годовых. Самые рискованные инвестиционные паи в банках, максимум 20-25 годовых. При этом после того, как потерпевший осуществит вклад денежных средств и захочет вывести прибыль, финансовые эксперты исчезают, денежные средства не возвращаются. Один из примеров, 16 сентября в одном из городских отделов полиции поступило заявление от продавца магазина «Магнит», которая инвестировала в торговую площадку на иностранном сайте почти 2,5 миллиона рублей по совету финансового специалиста, с которыми познакомилась по скайпу. Соответственно, перевела, думала, что сейчас разбогатеет, и все, сайт закрылся, никого нету на обратной связи. Особую обеспокоенность вызывает повторное появление мошенничеств под предлогом того, что родственник попал либо спровоцировал ДТП. Несмотря на то, что данный способ давно известен, граждане, здесь в основном пожилые люди, конечно, клюют на данную уловку. Здесь расчет сделан как раз на пожилых людей, так как звонки идут на стационарные телефоны, которые в современном мире пользуются только пенсионеры. При этом их постоянно держат на телефоне и дают опомниться. Злоумышленники с использованием мобильной связи, как правило, звонят на стационарный телефон пожилым гражданам, представляясь родственникам, просят передать наличные денежные средства курьерам или совершить банковские переводы за решение вопроса об уклонении от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП и компенсацию ущерба пострадавшим. Разговор с лжеродственниками непродолжителен. Затем вступает в разговор сотрудник правоохранительных органов, который подтверждает требования о вышеуказанной компенсации. Вот здесь один из примеров таких. Это в этом году было, 14 марта. Потерпевший возрастом более 70 лет неизвестная женщина позвонила на стационарный телефон. Представившись ее дочерью, сообщила о том, что она является виновником ДТП, в результате которого пострадал другой водитель. В ходе телефонного разговора пояснила, что договорились о денежной компенсации в размере 800 тысяч рублей, якобы на лечение пострадавших. На что потерпевшая ответила, что у нее таких денег есть, а дома есть только 300 тысяч рублей наличными. Упаковала денежные средства, которые позже передала неизвестному мужчине, при этом не прекращая разговаривать по телефону. Держали они ее. Только передав денежные средства, потерпевшая решила после этого позвонить дочери и выяснить, все ли у нее в порядке. Вот. Ну и очень много таких примеров. Здесь у нас и в Стерлитамаке сотрудник медицинского учреждения перевел и так далее. Ну и как вот один из примеров, я в завершении хотел добавить, что даже тоже студентка, правда она медицинского вуза, значит, хотела заработать на, так скажем, инвестировании денег под проценты. У нее мать является главврачом одной из больниц здесь. Значит, она взяла телефон матери, и с помощью ее телефона оформила кредиты, вложила все это, потом взяла телефон тети, с помощью ее телефона оформила кредиты, вложила, и еще своего друга-студента. Сказала, что вот она, мол, такая грамотная, зарабатывает на инвестициях огромные проценты, и его еще затянула во всю эту цепочку, и в районе 4,5 миллионов она. Соответственно, ни торговой площадки, ничего в этом нет. Не знаю, внушительно, не внушительно. Всем спасибо за внимание. Задумайтесь. Я хочу еще попросить вас, чтобы вы свою гражданскую позицию проявили и рассказали об этом друзьям. Сегодня суббота, как раз День матери, наверное, все будете отмечать. Посидите и заодно поделитесь. Всем спасибо, с наступающим праздником. Благодарим вас, Никита Александрович. А сейчас мы переходим к вопросам родителей первокурсников, на которые ответит администрация университета.
Так, здравствуйте. А кому вопрос задают, получается? Вообще? А, общий вопрос. Меня интересует вопрос справок. Вот буквально недавно потребовалась справка, и сын говорит: мам, я ее закажу. У вас какая-то своеобразная система, да, потому что справок о том, что мы учимся в данном учебном заведении, да, и мне немножко этот процесс непонятен. То есть, как мы привыкли, обычно там в школу приходишь, заходишь, берешь, и раньше вот. Но в смысле, сколько ее ждать по времени получается? На этот вопрос я могу ответить. А вы, да? Ага, давайте. Любые справки заказывает студент через личный кабинет. Там есть формы справок по месту требований, в пенсионный фонд, заочная форма обучения, справки вызовы. Эти справки он заказал в личном кабинете, поступают в директораты факультетов, институтов. И, получается, их секретари уже сразу начинают оформлять. И потом, получается, сканированные справки они отправляют в личный кабинет. Если нужно в печатном варианте, студент приходит, забирает в деканате факультета института. В принципе, да, не менее 3 дней. Потому что бывают справки по месту в пенсионный фонд, где нужны сколько стипендий, размера стипендии. Вот такие справочки, они чуть подольше делаются, потому что передается эта справка в стипендиальный отдел, который тоже выгружает данные, все информацию по студенту, и потом возвращается в деканат. То есть студент таким образом не ходит сначала в директорат за справкой, потом с этой справкой в стипендиальный отдел, чтобы он там прописали ему тоже перечень его размеров стипендий. То есть чуть облегчили. То есть студент заказал, и в ответ ему приходит потом личный кабинет. Но весь процесс длится не менее 3 дней. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мы недавно столкнулись. У ребенка разболелся зуб, то есть пломба вылетела. И она не смогла ни в поликлинику попасть, ни в больницу. Стоматолога просто нет. В таких случаях как быть? Мы вот не могли даже учебу пропустить, чтобы попасть к стоматологу. Пришлось нам 1 день отпрашиваться и быстрее ехать в свой город и записываться, и тоже к платному. Так, у нас поликлиника стоматолога, осмотр только производим, приема нет. Мы направляем которые подходят на прием с вопросами с этими стоматологическими. Направляем на Цюрюпа, это где БГМУ, стомат-поликлиника. Там должен быть паспорт, страховой полис, СНИЛС, студенческий билет. Со всеми этими 4 документами он проходит бесплатно, кроме тех каких-то тратятся материалы или какие-то специсследования. Направляем туда. Просто не попал на прием, это не может быть, потому что мы работаем с 8 до 8. Может, просто болел, не смог подойти. Если кого-то нет, мы, вот 2 врача, я сказала, мы утром и вечером 2 смены бываем, БГПУ оголенным не остается никогда. А если вдруг что-то, вот я, например, сегодня отошла, там прием, в таких случаях заменяет меня кто-то. Пусть подходят. Спасибо. Ну, у нас есть еще в департаменте по воспитательной работе отдел по социальной поддержке студентов. Если что, вы можете даже, студент пусть обратиться к начальнику отдела. Если он потратил свои деньги, то студент может написать материальную помощь, чтобы ему вернули хотя бы часть этой оплаты. Ладно? Это 1-й корпус административный, 406-й кабинет. Еще есть вопросы? Здравствуйте, у меня тоже вопрос вот по медицине получается. У меня дочка аллерголог, аллергик, и она была и у вас, и на СУГП-4, но тут проблема в том, что на пробы ее не отправляют. Нам в районе сказали, если бы она была, она сейчас закреплена за УФО, и поэтому здесь нужно ее на пробы отправить. Как вот в этом случае быть? Где она сможет получить? Мы в течение года эти пробы не делаем. Знаете, есть определенное время, когда делается пробы по показаниям. Может быть, ребенок попал не в то время, когда проводилась пробой, не проведение проб.
Поэтому у нас аллергологи, 3 аллерголога. Если есть в студенческом центре нет, все записи полные, мы просим уже места во взрослом подразделении 5-й больницы. Находим, направляем. В этом еще я не видела этих никаких проблем. До сих пор первый раз слышу. Если какие-то проблемы будут, пусть подходят. Пока вспомнила еще вопрос касательно лекций. Мы сами проживаем в Сипайлово, и иногда так бывает, что сын едет на первую пару, приезжает, и другая пара должна быть к какому-то времени, которому он знает. Но в итоге ее поднимают, я, если правильно понимала, и сын у меня вот так вот, по-моему, 1 или 2 раза уже не попадал. Вот с этим как быть? Значит, расписание у нас вывешивается в онлайн-формате. Оно обновляется практически каждый раз, если идет обновление, после 5 вечера. И поэтому и студенты, и преподаватели каждый вечер, так практически в 7-8 вечера могут смотреть обновленное расписание в личных кабинетах или на сайте. В связи с чем происходят эти обновления? Преподаватель заболел, его замещает другой преподаватель, а в это время у преподавателя, который его замещает, есть занятия свои. Поэтому могут у той группы, кого замещать, перенести занятия. Преподаватель уехал в командировку, тоже переносит занятия. Преподаватель поехал на конференцию или пошел, или на мероприятие, тоже переносим занятия. Поэтому нет, такого не бывает. Обновляется расписание после вечера, 5 вечера. Преподаватель иногда, мы, конечно, контролируем посещаемость преподавателя, факультета и студентов. Бывают такие случаи, что преподаватель пошел лечить зуб, и студентам сказал, пара или поднимается чуть выше, но не предупредил ни факультеты, ни учебно-методический департамент. Могут быть такие случаи, но мы это, как говорится, пытаемся предотвращать. Да, у кого еще вопрос? Так, у нас немножко по времени уже... Да, давайте. Яра, мен башқұртса айтам. Рус айтмайм, менің сұрауым врачқа ені. Жоқ. Врачқа сұрауым. Менің қызым өз ғұмырында бір тапқыр дала хау ингені жоқ. Ол хаудан қорқа. Хотя ағызел өргенде яшайбыз, кіраулер өргенде яшайбыз. 4-5 оқығала бассейнға түшмей сәкті. Мен аны 100% айтам. Этеп түшірхәгіз ол қорқышынан еғыла. Бізге неме әшлерге қадыр. Мұна сұрау шул. Миңа килһен приемға башфактанмы? Шулайдыр. Килһен қарармын анда ниндей анализдары, онан қурқудан башқа икенсе противопоказаниялар бар микән бассейн өсөн? Бір итокка килер бит килһен? У кого еще вопросы? Угу. Все. Наверное, это будет крайний вопрос, так ведь? Спасибо. Здравствуйте. Вопрос следующий. Если студент опоздал на занятие, в данном даже случае, допустим, на физкультуру, имеет ли право преподаватель не пускать студента на занятие? И как быть в такой ситуации? И чтобы студент потом не остался крайним и не было никаких санкций для студента от преподавателя в дальнейшем? Уважаемые родители, у нас есть порядок, внутренний распорядок студента, в котором расписаны расписания звонков, начало и их окончания. Поэтому студенты, помимо своих прав, должны знать и обязанности, что они должны приходить своевременно на начало пары, не задерживаться и не опаздывать. Если студент опаздывает на дисциплину, на лекцию, да, преподаватель его запускает, но в то же время это же отвлекает преподавателя от лекции. Студенты, опять-таки, как в школе, начинают «привет, привет, пока-пока» и так далее вопросы. А занятия физкультуры связаны, к чему они даже иногда даже на плавание, когда идут,
они приходят на раньше физкультуру, потому что они должны дойти до раздевалки, переодеться и идти в плавательный бассейн. А если выходят в спортзал или же на улицу, когда погода позволяет, у них в раздевалках сохраняются вещи ихние, и эти раздевалки закрываются. И студент, как говорится, если опаздывает на 5 минут, на 10 минут, на 15 минут, естественно, пара началась в 8 утра. Другие студенты должны ждать, или преподаватель должен не закрывать раздевалку, тогда вещи пропадут с раздевалки. Поэтому, естественно, преподаватель не может не запрещать студентам заходить на занятия, но есть такие исключения, как физкультура, где закрываются раздевалки на ключ, чтобы не пропадали вещи, где нужно время, чтобы переодеться и прийти на занятия своевременно. Поэтому на пары физкультуры студенты приходят у нас все равно до начала пары, до без 10 минут 8. Студенты, преподаватели кафедры физической культуры, они оговаривают это время, и студенты обязаны это соблюдать. Так же, как и есть правило, да, допустим, преподаватель опоздал, задержался на 15 минут, мы подождали 15 минут и ушли с пары. Ну, по крайней мере, когда я училась, так было. Вот. Негласное правило, да, 15 минут ждем и уходим. Но все равно преподаватель, даже когда тоже опаздывает, бывают совещания, какой-нибудь конференции, мероприятия какие-нибудь, он предупреждает через старосту или через замдекана, что он придет, пусть студенты сидят, ждут его. Студенты тоже так же, естественно, на обычные лекции, практически занятия могут опоздать. Дорога, пробка, да, понятно. Любые преподаватели, конечно, люди, есть лояльный подход, есть такие требовательные преподаватели строгие, то есть опоздал на пары. Я дверь закрыл за собой, значит, все студенты, которые опоздали, могут не заходить. То есть, я не понимаю, ну, конечно, внутренний распорядок, обязанность и преподавателя, и студента начинать вовремя пару и не опаздывать на нее. Все, спасибо. Уважаемые родители, на этом основная часть общеуниверситетского собрания подошла к концу. Проводим наших гостей. А сейчас для вас, дорогие родители, будет небольшой концерт от наших студентов. Ваша еда всегда самая вкусная. Без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту. Или просто радуете, а мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне, даже когда нам кажется наоборот. Вы все всегда понимаете, но или очень стараетесь понять. Вы с нами говорите и до, и после. Вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь, и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать, и снова проблемы. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первые. Но только не в том, что для всех важно.
вам гораздо больнее, когда нам больно. И папа может быть рядом, но вы всегда чуть ближе. И ничего не ждете взамен. Ну, если только самую малость. Мамы просто ждут нас. Заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан, народный коллектив группа барабанщиц и мажореток «Держава». Вас поздравляют студенты первого курса и мистер факультета башкирской филологии Денислав Салимов. Встречайте! Кайда генә йөрәһеңне онытма, һин яугир.
хинягир. Күтәрелде батырлар бейік Урал ерлерінің туртигі ғылаудан Хавалы мұстагәрі ешей Мұратов генерал Елге торы батырларға қақылынықтыр аура Сізге атын елін қақылына дерейінді Ата бабаларым бізге түкмесіз мейіп керген Ерін келін тілін ісін ілір бұл қарсаке бар Салауат көқтірі бұл намытынды қақырда Еш, ғұмыры менің күріш Нелер болыр уақыт еткез Бүгін көктер менен бірлеш Еңіл болыр күші елкез Еш, ғұмыры менің күріш Нелер болыр үлкен егіз Менің балыр менің біткен Еш білерге әр бір егіз Қайдагіні жүрігіңді ұнытма хинягир Қайдагіні жүрігіңді ұнытма хинягир Спасибо всем. Творческий подход и инновационное мышление являются важными качествами современного педагога. В университете студенты не только получают знания, но и развивают свои таланты, участвуя в различных фестивалях, становясь лауреатами престижных конкурсов. Встречайте лауреаты международных и всероссийских конкурсов «Студенческое танцевальное объединение «Движение». Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, двигай, пока ноги держат, давай, давай. Будем гулять, покой нам только снится. Я на сегодня свободен, как птица. Отвисай на 100 места, Макс, папа, не звони. Угорай до конца, парню тоже не звони. Молодость всего одна, выкинь телефон сейчас. Отжигаем, как всегда, двигай, как последний раз. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, двигай, пока ноги держат, давай, давай. Снова дома дымосед, го угорять. Ночью нам не нужен свет, го угорять. Трам-пара-парам, отвисай на 100 места, Макс, папа, не звони. Угорай до конца, парню тоже не звони. Молодость всего одна, выкинь телефон сейчас. Отжигаем, как всегда. Двигай, пока ноги держат. Двигай, пока ноги держат. Двигай, пока ноги держат. Двигай, 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 двигай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, двигай, пока ноги держат. Будем гулять, покой нам только снится. Я на сегодня свободен, как птица. Молодость всего одна, выкинь телефон сейчас. Отжигаем, как всегда. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, пока ноги держат, давай, давай. Двигай, двигай, пока ноги держат, давай, давай. 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 Двигай, двигай, пока ноги держат, давай, давай. 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 С 1998 года в России в последний воскресный день ноября празднуется День матери, хранительницы очага.
Это своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью. Слово «мама» – одно из самых древних на Земле и почти одинаково звучит на разных языках и народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День матери. Люди поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. Вас поздравляет народный хор «Кантанта». И, дорогие мамы, вы всегда ждете нас на пороге дома. Наверное, от того само представление дома, конечно же, ассоциируется с вами в первую очередь.
Вы всегда нас ждете. Ждете из школы, университета, с поздних прогулок, встреч. Ждете нас из дальних путешествий по праздникам. В круговороте событий мы так часто забываем об этом. Спасибо вам за терпение, за умение ждать, понимать и прощать. Вас поздравляет народный коллектив спортивно-аэробическое шоу «Страдал». Встречайте! Мамы – это самые важные люди в нашей жизни. Они дарят нам свою любовь и заботу с самого рождения и продолжают делать это на протяжении всей нашей жизни. Мамы всегда готовы помочь нам в трудную минуту, поддержать и дать совет. Они являются нашей опорой и поддержкой, и мы благодарны им за все, что они для нас делают. Для вас народный ансамбль народного танца «Кружева».
Мы, как будущие учителя, понимаем, что мама – это первый учитель и наставник для своего ребенка. Она заботится о нас, учит и поддерживает нас в различных сложностях и радостях жизни. Она дарит нам любовь и помогает справиться с трудностями и проблемами. Наши мамы – это люди, которым мы можем полностью доверять и на которых можем положиться в любое время. И вновь на сцене студенческое танцевальное объединение «Движение». Логика никак, моя речь не вернется, важные слова прячу до захода солнца, счастье дуракам. Эти будут молча улыбаться. Мы хотели бы стать чуть лучше, чем умеем, но по телеку привлекательней злодеи перед теми ли мы стоим у наших отражений. Если все не попало, то мы переиграем плавно и по барабану. Не надо даром. Если все не попало, то мы переиграем. Если все не попало, то мы переиграем плавно и по барабану. Не надо даром. Если все не попало, то мы переиграем. Дорогие мамы, позвольте еще раз поздравить вас и пожелать здоровья, тепла и любви. Благодаря вам мы можем воплощать свои мечты в жизнь и достигать любых целей. Встречайте, студенты первого курса Акмолинского университета. Мы хотели бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать большие города. Под крылом оставляя небоскребы, может, это и сон, но ты попробуй верить в то, что сбудется мечта. Возможно, мы с тобой. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай, как новый шанс. Это наш звездный час, Акмолинский за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла. Одной любви, Акмолинский за нас, Акмолинский за нас. Мы все кружимся по своим орбитам, и летят мимо нас метеориты. Путь Земли не стихнет никогда. Бесконечен этот мир. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай, как новый шанс. Это наш звездный час, Акмолинский за нас. Мечтай, все сбудется.
крыла. Одной любви от Пулицких за нас, от Пулицких. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай. Как новый шанс, это наш звездный час, от Пулицких за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла. Одной любви от Пулицких за нас, от Пулицких за нас. Прослушайте следующую информацию о дальнейшем ходе мероприятия. Сейчас вас, уважаемые родители, провожают на факультетское собрание в следующие аудитории. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Аудитория 201, корпус номер 3. Институт педагогики. Актовый зал, корпус номер 7. Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Аудитория 409, корпус номер 3. Факультет башкирской филологии. Аудитория 202, корпус номер 6. Художественно-графический факультет. Аудитория 309, корпус номер 1, вход со стороны Ленина. Естественно-географический факультет. Аудитория 409, корпус номер 2. Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Аудитория 202, корпус номер 2. Факультет психологии. Аудитория 206, корпус номер 5. Институт физической культуры и здоровья человека. Аудитория 300Б. Учебно-методический ресурс